Сегодня в рамках передачи «Амчра» мы хотим поговорить о деятельности Министерства юстиции, о задачах, которые стоят перед министерством, и о том, насколько успешно получается их реализовать. Андрей Львович, вы возглавляете Министерство юстиции уже больше 2 лет. Хотелось бы несколько слов о самом министерстве. Вот что бы вы отметили за несколько лет работы? В течение указанных вами 2 лет командой Министерства юстиции были определены приоритетные направления изменения системы ведомственного администрирования и были поставлены задачи, направленные на увеличение коэффициентов эффективности деятельности как отдельно взятого сотрудника, так и отделов и ведомства в целом. В этой связи нами была проделана работа, в соответствии с которой были соответствующие изменения по направлениям структурных единиц штатного расписания Министерства юстиции. Из существенного изменения, несмотря на то, что мы пока еще делаем первые шаги в рамках штатной структуры Министерства юстиции, мы добавили путем преобразования отдел электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования. Делали мы эту работу, исходя из тех возможностей, которые у нас есть в рамках штатного расписания, в рамках бюджетных ассигнований. Мы не выходили за пределы, мы попытались преобразовать несколько штатных единиц и образовали соответствующий отдел. На этот отдел была возложена, на наш взгляд, очень сложная работа. Она связана с, как вам известно, цифровкой записи актов гражданского состояния. Предшествовало созданию этого отдела непосредственное формирование вот такой вот электронно-цифровой платформы, на которой мы в дальнейшем на сегодняшний день уже работаем. Безусловно, сама по себе созданная нами платформа является продуктом наших специалистов. Это авторство Республики Абхазии, специалистов нашей страны в области современных технологий. Платформа сама по себе является уникальной, потому что она была изначально разработана и адаптирована под нужды Республики Абхазия и нашего ведомства. В дальнейшем, на сегодняшний день, мы проводим плотную работу по оцифровке. Вот могу вам сказать о том, что я вот много раз говорил, сейчас всего лишь повторюсь и освежу вам данные. Значит, общее количество записи актов гражданского состояния там, за последние 100 лет или порядка там, 86 лет, которые мы реально видим, это порядка 850 актовых записей. На сегодняшний день нами проведена работа по оцифровке порядка 2500 актовых записей. Если говорить в промежуточном результате, мы поставили для себя задачу реализовывать этот проект пошагово. И шаговость реализации этого проекта подразумевала оцифровку по определенным городам или районам. И вот первый шаг, который мы предприняли, это город Новый Афон. Вот промежуточно сегодня могу вам доложить о том, что актовые записи по городу Новый Афон оцифрованы полностью. Как вы сказали, да, вопросам цифровизации вы уделяете огромное внимание. Вот и идея цифровизировать единый государственный реестр юридических и физических лиц была разработана больше года назад, если я не ошибаюсь. Вот о эффекте можете сказать об эффекте именно вот по физ- и юрлицам? Да, действительно, больше года назад один из первых наших проектов — это создание базы и в дальнейшем оцифровка ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Здесь хочу отметить, и много раз об этом говорил, большую поддержку нам оказало Министерство по налогам и сборам, это руководство на тот момент, сотрудники министерства. Мы провели совместную работу и некую платформу мы создали. Результат, по нашему представлению и глубокому убеждению, это возможности регистрационных действий дистанционно. По-другому это регистрация, например, индивидуального предприятия или, может быть, в перспективе юридического лица онлайн. Второй эффект, которого мы пытаемся добиться созданием вот этих реестров, это возможности получения дистанционных выписок из соответствующих реестров. То есть, чтобы был сайт, похожий на госуслуги, чтобы лицо могло туда обратиться
ввести соответствующие данные и дистанционно получить выписку, которую он уже в дальнейшем понесет в банк или в органы госвласти для цели осуществления своей предпринимательской деятельности. Мы в тестовом режиме попытались запустить этот проект, например, на сайте Минюста есть раздел, где можно, заполнив соответствующие данные, попытаться получить выписку из единого госреестра индивидуальных предпринимателей. И в тестовом режиме эта система была нами запущена. Мы попытались, столкнулись там с рядом определенных проблем, и на данном этапе такая возможность есть, но еще раз повторяю, мы ее называем условно тестовой. Сейчас мы нуждаемся в поддержке со стороны, может быть, других органов государственной власти, специализирующихся на соответствующих технологиях. Возможно, наши граждане, специализирующие профессионально на этих технологиях, окажут нам соответствующую помощь. Мы планируем довести эту историю, эту систему до логического завершения. Но еще раз повторяю, испытываем колоссальный дефицит компетентностный, колоссальный дефицит кадровый, то есть это очень сложные системы. То есть о каких-то сроках говорить рано? Ну и мне сложно будет говорить о сроках, потому что вопрос носит чисто технический характер. То есть если мы в компетентностном плане сможем реализовать этот проект, если подключатся наши соотечественники и так далее, то, конечно, это произойдет быстро. А вот касательно вот единой цифровой системы записи актов гражданского состояния нотариальных действий, вы сказали, что оцифровка сегодня проходит в новом Афоне, правильно? Это тоже, есть ли какие-то сроки, которые вы обозначаете для себя? То есть вы оцифровку планируете проводить по всем районам. Сколько это может занять времени? Есть ли уже какие-то такие сведения? Жаль. Вот я не зря достал эти данные. Вот могу вас ознакомить с некоторыми цифрами и временными показателями. Значит, с 21 ноября 2022 года по 24 ноября 2022 года итог за неделю по всем волонтерам и нашим сотрудникам 328 актовых записей. С 28 ноября по 2 декабря 2028 года 279 актовых записей. С 5 декабря по 9 декабря 2022 года. Итог за неделю по всем волонтерам 242 актовые записи. С 12 декабря по 16 декабря 258 и так далее. На 24 февраля 2023 года общее количество записей за весь промежуток работы 4496 записей. То есть я думаю, что вы понимаете, это очень сложная работа, объемная работа. У нас периодически Но эта работа проводится в режиме нон-стоп. Вашими силами министерства или хватает ли рабочей силы рук для оцифровки? К сожалению, рабочей силы и рук очень сильно не хватает. Нам большое содействие оказывает Абхазский государственный университет, студенты, волонтеры молодежных организаций, просто неравнодушные граждане. Но мы с вами понимаем, что это колоссальный, огромный объем работы, очень сложной технической работы, потому что это перенос имя, фамилия, отчество, дата, место рождения с бумажного носителя на электронный. То есть все это необходимо прописывать. И еще раз, много раз призывал оказать нам содействие и волонтеров, и общественных организаций. Если кто-то имеет желание, мы всегда будем очень рады. Это общее дело, и мы должны сделать это вместе. Но какова главная цель цифровизации этих проектов? Самая главная цель создания электронных версий вот этих вот бумажных носителей, как я всегда много раз говорил и отмечал, это выход на возможности получения государственной услуги путем обращения в одно окно. Это аналоги многофункциональных центров, мои документы. Вот это цель, к которой мы медленно, но методично движемся. По поводу тарифов на услуги, которые оказывает Минюст, где граждане нашей республики могут ознакомиться с теми или иными юридическими услугами? Все услуги, предоставляемые Министерством юстиции, как и любым другим государственным органам, указаны в законе о государственной пошлине. Закон четко устанавливает суммы тех или иных государственных услуг. Прошу обратить особое пристальное внимание на эту информацию наших граждан. Отдельно могу вам сказать о том, что наличный денежный оборот, или иными словами оплата услуги государственной предположим, в государственной нотариальной конторе или в органах ЗАГС, она невозможна, она запрещена.
То есть для того, чтобы получить услугу в органах Министерства юстиции, необходимо явиться в банк, оплатить квитанцию и предоставить государственному нотариусу либо сотруднику органа ЗАГС для получения соответствующей услуги. Отдельно в рамках этого вопроса должен вас проинформировать о том, что во всех помещениях государственных нотариальных конторах города Сухум и Сухумского района были установлены терминалы оплаты государственной пошлины. Мы считаем, что это очень удобно для наших граждан, когда ты можешь явиться в государственную нотариальную контору для получения государственной услуги, и нет необходимости, получив соответствующую квитанцию, пройти в ближайший банк, выстоять там тоже в очереди, оплатить эту квитанцию и в дальнейшем вернуться в нотариальную контору. Это экономит время, удобство, безусловно. Считаем, что это еще один шаг на пути к облегчению для наших граждан в получении государственной услуги. И вот служба судебных исполнителей тоже входит в работу Минюста. Укомплектована ли служба сегодня полноценно? Если да, то как она справляется с своими задачами? Я ваш вопрос понял. Значит, суть наверняка вашего вопроса заключается в том, что законодательство, посвященное судебным исполнителям, внутри себя включает так называемое ОУПДС, Организация установленного порядка деятельности судов. Это структурное подразделение службы судебных исполнителей, которое должно обеспечивать установленный порядок деятельности судов. Вот на данный момент реализация этого положения закона с каждым годом откладывается. Планируем, надеемся на поддержку руководства Республики Абхазия и депутатов парламента на то, чтобы изыскать возможности и, возможно, в следующем бюджетном году, возможно, реализовать этот пункт закона для того, чтобы закон полноценно и полно вступил в свою силу. Но они работают, правильно? Работа проводится. Служба судебных исполнителей непосредственно проводит, реализует свою работу. У нас есть показатели, существенное увеличение по собираемости, исполняемости и многим другим позициям. К примеру, в прошлом году мы смогли реализовать, мы перешли барьер собираемости общей цифрой в 218 миллионов рублей, когда предыдущие годы цифры варьировались в районе 50 миллионов, 30-40 миллионов рублей в разные периоды. Мы смогли существенно поднять эти показатели. Как я говорил на совещании с главой государства, мы постараемся удержать эти суммы в связи с тем, что мы очень сильно зависим, в отличие от, скажем, налоговых органов или таможенных органов, мы очень сильно зависим от так называемого судебного решения, либо решения органа, который направляет поручение на исполнение соответствующего судебного или того решения, которое принимает орган, на исполнительное производство. В этой связи мы, значит, провели работу, направленную на перераспределение определенных полномочий, на усиление определенных районов сотрудниками, и предполагаем, что вот этот результат, который у нас получился в этом году, это результат работы руководства службы судебных исполнителей и всех сотрудников. Но работа службы еще подразумевает конфискацию имущества в случае необходимости. Вообще бывали ли такие факты? Да, возможно ли они в наших условиях? Да, конечно, как бы удивительно это ни звучало, практика конфискации имущества, ареста имущества, сноса и выселения — это уже активная практика в рамках нашей службы. Наши граждане уже с пониманием относятся, на наш взгляд, к исполнительному производству наших сотрудников. Конечно, не без проблем. В нашей истории мы сталкивались и с тем, что в наших сотрудников бросали гранаты, которые взрывались, выходили нам навстречу с стрелковым оружием, и с этим мы сталкивались. Но путем убеждения, путем предупреждения и очень активного сотрудничества с Министерством внутренних дел, вот я должен это подчеркнуть, очень нам помогает МВД.
мы реализовываем те функции, которые возложены на наш законом. А вот интересно узнать, что происходит с арестованным имуществом после? Имущество выставляется в соответствии с законом на так называемые государственные торги, передается в ведение Государственного комитета по приватизации государственного имущества, так называемое госкомимущество. Они в рамках конкурса выставляют имущество, продают, и денежные средства уходят в доход государства, в республиканский бюджет. Андрей Львович, вот вы на сайте Министерства юстиции была такая информация, что на данный момент идет проверка службы судебных исполнителей. На какой стадии? Да, все верно. Сама по себе проверка началась с того, что непосредственно у руководства Министерства юстиции, у меня, у руководителя службы судоисполнителей была определенная, условно назовем ее оперативная информация о том, что в рамках службы могут происходить точечно или единоличные действия, противоречащие нормам действующего законодательства. В связи с тем, что мы сотрудничаем активно со службой государственной безопасности в рамках противодействия коррупции и иных вопросов, значит, подтверждение этой информации было, предварительное подтверждение было и у службы государственной безопасности, и в рамках межведомственного взаимодействия, обмена информацией совместно была проведена работа по выявлению вот таких механизмов, имеющих коррупциогенную составляющую. Я правильно поняла, что вы недавно начали проверку и о результатах, каких-то вещах пока рано говорить? Да, безусловно, проверка началась совсем недавно. На данном этапе центральный аппарат Министерства юстиции, мы со своей стороны работу провели, мы выявили те факторы, которые являются для нас подозрительными. В дальнейшем работает служба государственной безопасности, у них свои процессуальные сроки, они действуют в строгом соответствии с процессуальными сроками и законодательством, происходят процессуальные действия, мы в эту работу не вмешиваемся, мы этой работе не мешаем, всячески содействуем и помогаем. Поэтому говорить о промежуточных результатах я на данном этапе не уполномочен. Просто насчет политических партий, общественных организаций. Вот в интервью нашему каналу вы говорили о том, что готовится единая база, исключающая нахождение одних и тех же лиц в двух или нескольких партиях. База сегодня разработана? Да, действительно, это намерение у нас остается в рамках приоритетных наших планов. Дело в том, что для полной реализации данного мероприятия нам необходима законотворческая инициатива, готовятся соответствующие предложения. Мы с вами понимаем, что вопрос, связанный с политическими партиями, он по самому своему названию является, скажем так, политическим, хотя мы категорически не относимся к этому вопросу с политической точки зрения. Исключительно в рамках регистрационных возможностей Министерства юстиции мы хотим для себя понимать, чтобы не было в нарушении действующего законодательства дублирования нахождения одних и тех же людей в рамках нескольких, двух или более политических партий. Думаю, что в этом вопросе мы получим соответствующую поддержку депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Соответствующим предложением мы обязательно выйдем. Ну и дальше посмотрим на те результаты, к которым мы придем. Андрей Львович, какие планы на ближайшую краткосрочную перспективу? Первое – это компетенция, кадры, компетенции. Вторая – это экономическая проблема, это отсутствие земли в определенном обороте. В каком плане земля не должна продаваться, земля должна быть в собственности абхазского народа, но земля не должна быть занятой. Во-первых, это продолжение реализации тех долгосрочных планов, которые были намечены на начальном этапе, когда мы заложили программы, электронно-цифровые программы ведомственного администрирования. Задача номер один долгосрочного характера – это реализовать все-таки проект по оцифровке записи актов гражданского состояния. Далее Министерством юстиции Республики Абхазия был инициирован законопроект, который прошел уже процедуру согласования со всеми заинтересованными органами исполнительной власти и уже направлен в парламент, Народное собрание Республики Абхазия для дальнейшего рассмотрения и принятия. Законопроект подразумевает внесение изменений и предложения Министерства юстиции о внедрении технологий нагрудных камер
видео и аудиофиксации для сотрудников службы судебных исполнителей. Данная идея заключается в том, чтобы при реализации своих функций и полномочий, во-первых, сотрудники службы судебных исполнителей придерживались своих полномочий и этики. Во-вторых, эти нагрудные камеры будут позитивно влиять на того гражданина, который потенциально может иметь желание противодействовать сотруднику в исполнении его профессиональных обязанностей. Создана рабочая группа по подготовке к празднованию 30-летия победы народа Республики Абхазия в Отечественной войне 1992-1993 года. В рамках работы этой комиссии мы планируем ряд мероприятий. Указанной рабочей группой были представлены предложения, в рамках которых, вот приоткрою небольшую завесу тайны, мы готовим документальный фильм совместно с абхазским телевидением, документальный фильм о Министерстве юстиции, о сотрудниках Министерства юстиции в довоенный, военный и послевоенный короткий период. Расскажите нам вкратце о структуре Минюста. Центральный аппарат Министерства юстиции состоит из отделов. Основной отдел — это отдел законодательства Министерства юстиции. В отделе законодательства проводится экспертиза поступающих на рассмотрение нормативно-правовых актов. Далее идет отдел регистрации и лицензирования. В этом отделе происходит регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, благотворительных организаций получения сертификата о благотворительности и других общественных организаций, политических партий, некоммерческих. Далее, значит, отдел делопроизводства, кадрового обеспечения, с ним понятно. Чуть-чуть дальше будет расположен отдел цифровых технологий и ведомственного администрирования. В рамках этого отдела как раз и происходит процесс оцифровки и записи актов гражданского состояния и в дальнейшем нотариальных действий. Ну и финансово-экономический отдел. Безусловно, Министерство юстиции является живым организмом. Мы всегда говорим о том, что всю работу здесь проводит команда Министерства юстиции. В большей части центральный аппарат состоит из молодых людей. В то же время, как я раньше говорил, это синтез и людей опытных. У нас есть сотрудники, которые проработали по 20 лет непрерывно в Министерстве юстиции. И мы пытаемся соединить молодость, энергию и мудрость, выдержанность, сдержанность и опыт наших старших сотрудников. И в рамках вот этого синтеза думаю, что у нас что-то получается, к чему-то пока еще стремимся. Андрей Львович, спасибо, что нашли время для нас. Спасибо. А дальше, вот с вашего позволения, мы пойдем познакомимся с вашими сотрудниками и посмотрим, как проходит рабочий Добрый день. путь вам. Скажите, пожалуйста, какие у вас функции в качестве заместителя министра? Ну, ввиду того, что я являюсь единственным заместителем министра, мне, в принципе, приходится выполнять полный объем полномочий в отсутствие министра, ввиду того, что у нас нет соответствующего разделения полномочий между заместителями. Ну, сколько лет вы уже здесь работаете? Я здесь 2 года работаю. Получается, вы нас познакомите со всеми отделами, правильно? Да, безусловно. Вот первый отдел — это отдел по контролю органов ЗАГС и нотариата. В этом отделе начальником является Отерба Саида Эдуардовна. На сегодняшний день отдел укомплектован, в нем 5 сотрудников находится. Скажите, пожалуйста, чем занимается ваш отдел и какие задачи вы решаете сегодня? К нам обращаются граждане за проставлением абхазского гражданства в свидетельстве о рождении детям до 14 лет. Также в функционал отдела входит выдача справок об отсутствии приватизации жилья из Государственного жилищного фонда. Сколько лет вы работаете уже в Минюсте? Я работаю с 2019 года. Как работа, скажите, сложно? Сложно, в то же время очень интересно, очень познавательно. А как вы трудоустраивались? Скажите, сложно ли сегодня устроиться в Министерство юстиции? На самом деле нет. Я заканчивал Ростовский государственный экономический университет, юридическое образование у меня.
узнал, что ведется оцифровка о индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Пришел на собеседование и приняли на работу. Начинали с того, что оцифровывали индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Какая работа проделана по оцифровке? Работа проделана полностью. Мы оцифровали все записи индивидуальных предпринимателей и также юридических лиц. Ну, как вот на ваш взгляд, какой эффект? Есть ли эффект после этого? Какие Эффект изменения? определенно есть, просто в целом замысел того, что был, не доведен пока до конца по каким-то техническим причинам, но все это уже в ближайшем будущем будет доведено до конца. А какова численность Министерства аппарата юстиции? Численность центрального аппарата составляет на сегодняшний день 38 человек. У нас, безусловно, сплочение есть опыта и молодости. Мы, в принципе, берем на работу как молодых специалистов, которые хорошо себя показали в учебе. Мы активно сотрудничаем в этом плане и с Абхазским государственным университетом. И есть у нас, безусловно, опытные сотрудники, которые свой опыт могут перенести с молодежи. А здесь у нас сидят сотрудницы отдела регистрации юрлиц индивидуальных предпринимателей. Я хочу сказать о нашем ведомстве пару слов и об отделе в том числе. Значит, ранее регистрацией хозяйственных субъектов занимались при районах, при администрации районов и городов. Когда был объявлен об обеспечении экономических основ суверенитета, было объявлено при Владиславе Григорьевиче, все это было изъято с районов и передано нашему ведомству. Это был 91 год, и в 92-м уже нам была поручена регистрация. С 92 года мы ведем регистрацию всех хозяйствующих субъектов Абхазии. Вот скажите, пожалуйста, после оцифровки юрлиц и физлиц, насколько это облегчило вашу работу? Но оно облегчает работу в плане поиска. Время, да. Время, да, экономит время поиска. Если по запросам отвечать надо, допустим, всяким органам государственным или физлицы обращаются, мы сразу их находим. То есть одним кликом, да. А раньше, вот если сравнивать... Раньше мы ищем, у нас вордовская информация, в ворде вся есть. И вот в этом ворде находим, отвечаем на письма, на запросы граждан. Значит, работаем мы, в общем-то, вот индивидуальные предприниматели, они уже работают в этой программе. Благодаря нашему руководству создана эта программа. А вот в общении с людьми сложности возникают? В общении сложности в плане? Ну вот в работе. При регистрации? Они, да, лично к вам приходят, правильно понимаю? Да нет, никаких у нас. Доброжелательные граждане у нас доброжелательные. А бывает, что вот они у вас регистрируются, но не встают на налоговый учет? Дело в том, что у нас периодически, вообще сейчас вот с этой оцифровкой, оно сразу высвечивается в окне, подошел он до налоговиков или нет. Так что да, вот очень интересный момент. У меня в отделе 4 человека, я 5-я. Все у нас главные специалисты, доросли до главных специалистов. Я думаю, что, не знаю, сейчас сами себя хвалить не можем, но я думаю, что жалоб со стороны граждан, со стороны посетителей по работе нашего отдела нет. Я так думаю. Мы являемся частью отдела по регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, но именно в нашем отделе, вот именно в нашем кабинете происходит непосредственно регистрация юрлиц. При создании происходит, осуществляется регистрация изменений в учредительные документы, ликвидация. Сегодняшняя текучка у нас осуществляется, люди обращаются, представляют соответствующие документы в соответствии с законом о госрегистрации, и наша задача: рассматриваем, изучаем и либо регистрируем, либо отказываем в регистрации, что крайне редко бывает, потому что в процессе
самой регистрации. Мы часто общаемся с людьми и помогаем, как бы мы не просто резко отказываем, а указываем на соответствующие ошибки, которые они могут изменить, там, поправить и представить уже в нужном формате. Но вот в общении с людьми трудности возникают? Ну, основная масса же людей как бы не сведущая, они ну, не юристы. Те, которые, конечно, обращаются к юристам, эти документы полегче рассматривать и как бы объяснять и так далее. А когда люди сами готовят, ну, мы очень как бы внимательно к ним относимся и видим, что люди недостаточно в этом осведомлены, разбираются, поэтому наша задача вот помочь, правильно проконсультировать, правильно направить, что мы и делаем. Вот бывает часто... Есть ли какая-то текстовая информация? Текстовая, вот, человек конечно, у нас... его сориентировать это можно? Да, мы и текстовую даем информацию, и словесную. Он читает текст, то есть что необходимо принести для регистрации, а мы уже в дальнейшем, каждый момент, вот есть вопрос у человека, возникает, мы объясняем, что и как. Сколько лет вы уже? Какой у вас стаж работы? 30 лет в Министерстве юстиции я уже Вы работаю. у истоков, значит. У истоков, да, можно сказать, первый приказ, тогда же не было компьютеров, я написала с руки, номер 1. Ну, вот времена такие были непростые, конечно. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность повышать квалификацию сотрудников? Безусловно, такая возможность есть, и мы, в принципе, этим и занимаемся. Министерство, оно заключало договоры с вузами российскими, в ходе которого наши сотрудники, они проходили соответствующую подготовку по повышению своих личностных, да, и профессиональных навыков. А как вот идет подбор кадров? Подбор кадров у нас осуществляется. При нас существует Есть конкурсный лишние отбор кадров, да, где специалисты, кандидаты в специалисты, они направляются свои анкеты, после чего мы с ними проводим встречу, общаемся, и уже в случае, если у нас будет вакантная какая-то должность, мы их первыми пригласим на А нее. сегодня, на сегодняшний день, есть ли открытые вакансии? На сегодняшний день, к сожалению, их нет. Да, давайте я вас проведу в отдел законодательства. Работа непростая, она сложная. Сложность заключается в том, что Минюст, как и все органы государственной власти, участвует в государственном строительстве. Наша часть заключается непосредственно в проработке проектов, актов правительства, актов президента, законопроектов, которые инициируются органами исполнительной власти для дальнейшего представления президентом в парламент, для рассмотрения в нашем законодательном органе. Также наша деятельность сопряжена в рамках взаимодействия со структурными подразделениями аппарата Минюста в разработке тех или иных ведомственных актов, а также в целях совершенствования законодательства мы инициируем те или иные акты на разном уровне. Это на уровне Кабинета министров или на уровне законопроектов, которые впоследствии через администрацию президента направляются в парламент. Наша текущая работа, я повторюсь, наверное, заключается в том, чтобы принять тот или иной материал, который приходит к нам от разных ведомств. В первую очередь это Кабмин, высший исполнительный орган государства. Кабмин, ведомственные проекты, которые спускаются к нам с администрации президента. Материалов много, они разные по своему характеру и содержанию, потому что правовая система, она регулирует все сферы отношений, и нам приходится прорабатывать наши проекты, исходя из того, что жизнь наша насыщена, она развивается, и она касается всех сфер жизнедеятельности государства. Трудности, они в любой работе присутствуют, мы стараемся их преодолевать. Для этого у нас есть очень хорошие специалисты, у нас немалый опыт. Да, наши специалисты
могу я в частности, да, тут, перейти, Эсма, Трапш, Щезина, Пилия, Лана, Квициния и остальные, в силу вашего присутствия, остальные не присутствуют в нашем кабинете, но они всегда с нами, они всегда нас поддерживают, и мы преодолеваем. Преград нет, по сути, у нас техническое хорошее оснащение, нормативно-правовая база в электронном виде постоянно. Здравствуйте, меня зовут Квициния Лана, я главный специалист отдела законодательства Министерства юстиции Республики Абхазия. Я, так же, как и наши сотрудники, осуществляю экспертизу нормативно-правовых актов и законодательных актов, которые впоследствии принимаются Кабинетом министров и администрацией президента, также направляются в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Как вам работает в Министерстве юстиции? Сколько лет вы уже здесь работаете? В Министерстве юстиции я уже работаю 12 лет. Работа у нас интересная. Бывают ли какие-то сложности в работе? Ну, безусловно, сложности определенные есть, но мы вот общими усилиями их преодолеваем. Я думаю, что это вот текущая работа, которая со сложностями сталкивается во всех министерствах, я думаю. А текучка не надоедает? Нет, на самом деле у нас очень интересная работа, самые разнообразные проекты касаются самых разнообразных отраслей нашей жизни, то есть не надоедает наша работа. Как я понимаю, в эти кабинеты гости не заглядывают. Вот чаще всего принимают где? Это вот по... Да, ну физические лица, они чаще всего обращаются либо в отдел по контролю нотариата и органов ЗАГС, это либо индивидуальный, кто хочет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В принципе, обращаются часто, довольно-таки часто и к юридическим лицам, кто хочет открыть фирму, получить выписку и так далее. А вот сейчас, куда вы нас проведете, это что за отдел? Это отдел цифровых технологий ведомственного администрирования. Это новый отдел, да? Да, это новый отдел. Этот отдел, он функционирует сравнительно недавно, примерно год. И вот его начальник Агарба Инара Игоревна. При создании с какими трудностями вы столкнулись? При создании, в принципе, трудностей никаких не было. Единственное, мы дорабатывали приложение, в котором мы работаем, подстроили его под себя, под документы ЗАГС и, в принципе, приступили к работе. А вы сколько лет вы уже здесь работаете? Я, в принципе, тоже новый сотрудник в министерстве, так же, как этот отдел, ну, может, чуть больше, 3 года где-то. Ну вот тогда расскажите нам, чем занимается ваш отдел и какая работа сегодня ведется? Данный отдел занимается оцифровкой записи актов гражданского состояния. То есть мы переносим архив ЗАГС с бумажного носителя в электронный. Ну вот, пообщавшись с министром, я поняла, что сейчас оцифровка у вас происходит в новом Афоне, правильно? Да, по городу Новый Афон мы уже закончили оцифровывать записи актов гражданского состояния. Тогда сколько оцифровано по городу? На данный момент мы оцифровали уже более 6 тысяч актов. По городу Новый Афон мы завершили работу, сейчас работа продолжается по селам Нухла. По времени, как вы скажете, это вот долгосрочно? По Новому Афону, исходя из помощи от волонтеров и молодежных организаций, мы справились достаточно быстро, в течение, может быть, года, даже чуть больше. Но, как я понимаю, девочки, которые здесь трудятся, и есть те самые волонтеры, да. правильно? На данный момент у нас работают волонтеры из АГУЙ и СОИ. Как активно молодежь принимает участие? Каждый день они работают. Вам больше нужны юристы или, вот, чтобы понимать? В основном, конечно, это представители, студенты юридических факультетов, но и экономических и других факультетов тоже есть, которые хотят помочь и посодействовать. Основная трудность оцифровки, наверное, состоит в том, что архивные книжки достаточно старые, многие записи стерты, многие записи не дописаны просто. И вот главная трудность оцифровки и перевода
документов из бумажного носителя в цифровой заключается в этом. Как сегодня можно попасть в Министерство юстиции? Как вот вы сюда трудоустроились? Ну, я тоже пришла волонтером в Министерство юстиции, помогала в цифровке и посредством этого начала свою работу. Как вам ваша работа? Что скажете? Мне все нравится. А сейчас я вас проведу в последний, ну не по значимости отдел кадрового обеспечения и делопроизводства. В этом отделе 4 сотрудника, вот начальник отдела Пиля Жанна Аркадьевна. Расскажите о функционале вашего отдела. Наш отдел занимается регистрацией входящей и исходящей корреспонденции. Вся почта, которая приходит в Министерство юстиции, проходит через наш отдел. Мы ее регистрируем, оформляем, отдаем министру, после его резолюции распределяем по отделам. Какая численность аппарата Министерства? 38 человек именно аппарат Минюста. А в общем тогда в ведомстве? По ведомствам у нас, знаете как, подведомственные нам учреждения – это служба судебных экспертиз, нотариальные конторы, ЗАГСы всей республики. Общее количество сотрудников и подведомственных учреждений Минюсту – 206 человек. А вот новых специалистов откуда берете чаще всего? Это люди, которые закончили вузы или все же люди с опытом? Новые специалисты к нам приходят и с опытом, и без опыта. Закончившие вузы тоже, мы их, естественно, принимаем. Мы проводим конкурсы и выбираем уже, если человек соответствует данной должности, он, естественно, идет иногда с испытательным сроком на 3 месяца, иногда, если человек уже с опытом, мы его принимаем. Но чаще всего это Абхазский государственный университет или российский? Не всегда. И абхазские, и российские одинаково.